Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». Напомню, что передача выходит одновременно на телеканале НВК Саха и радио Тетим Саха Раджета. За режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов, у микрофона ведущие передачи Любовь Саровацкая. С наступлением весны в нашем городе пробуждается активная жизнь в общественных пространствах. И с каждым теплым днем мы все больше ощущаем необходимость в благоустройстве и наведении порядка вокруг нас. Весенние мероприятия по санитарной чистке и улучшению дворовых территорий становятся особенно актуальными. Сегодня у нас в студии Семен Юрьевич Иванов, заместитель начальника департамента по работе с территориями, и Петр Петрович Тостыгин, руководитель управы Сайсарского округа, с которым мы обсудим, какие меры принимаются для отлова с безнадзорными животными, как жители могут участвовать в программе поддержки местных инициатив и какие мероприятия по очистке будут проведены в ближайшее время. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать интересующие вопросы по нашим телефонам 32 00 66 и 32 11 66. Добрый вечер. Семен Юрьевич, первый вопрос к вам. Каковы основные цели весенней саночистки в городе Якутске? И по сравнению с прошлым годом, снега в этом году выпало больше или меньше? Да, добрый вечер. Так, у нас цели по санитарной очистке ежегодно остаются прежними. Это, во-первых, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния города Якутска и санитарно-эпидемиологического состояния. В данное время у нас проводится вывоз снега, далее у нас будет проводиться откачка, и в последующем уже вывоз мусора. Данное мероприятие у нас проводится ежегодно, то есть и каждый год у нас соответствующее постановление подписывается главой города Евгением Николаевичем Григорьевым, и в соответствии с данным постановлением все проводят санитарную уборку своих территорий. По-моему, сейчас в данное время в городе Якутске идет трехмесячник, да, по-моему, так называется? Да, так он и называется. Трехмесячной санитарной очистки территории городского округа города Якутска. Петр Петрович, теперь к вам. Какие меры принимаются для улучшения состояния дворовых территорий в Сайсарском округе непосредственно, да, и в рамках весенней саночистки? Всем добрый вечер, уважаемые телезрители, радиослушатели. На данный момент мы в планово заходим, как уже сказал мой коллега Семен Юрьевич, в трехмесячной санитарной очистке. Мы начали с 93-94 кварталов, особенно с деревянного фонда, да, которые подвержены подтоплению, и будем переходить уже далее на внутриквартальные улицы, проезды, для улучшения, да, вот этого всего состояния, и для того, чтобы во время сезона откачки нам было меньше откачивать. Также хотел бы сказать, что с управляющей компанией отрабатываем тоже, да, в основном у нас дворы есть еще не только деревянные, а и блоки, каменный деревянный каменный фонд, и по ним тоже мы отдельно отрабатываем, собираемся, еженедельные штрафы проводим под председательством заместителя главы городского округа города Якутска по городскому хозяйству Слепцова Владислава Григорьевича, держим ситуацию на контроле. А если сказать про летнее время, да, по поводу дворовых территорий улучшения, то проводим отсыпку, грейдирование внутриквартальных проездов, дворовых территорий, да, используем в последнее время щебенку, да, как инертный материал, он показал себя хорошо и дольше держится. И в принципе, хотел бы, пользуясь случаем, сказать, да, интересует, наверное, всех вопросов, как подать заявку на отсыпку, грейдирование. То есть это надо письменное именно заявление. В управу, да? Да, в управу может прямо там подойти, написать в бланке, либо направить нам на почту uprava.saysar@yandex.ru. А какие проблемы чаще всего возникают при саночистке и как вы их решаете? Так, если говорить про вывоз снега, буквально на прошлой неделе подрядная организация жаловалась о том, что много машин оставили, да, заморозили, как говорится. По ним очень сложно отрабатывать тоже, да, подрядные организации боятся вообще близко подойти к этим, да, имущество тоже повредить боятся, поэтому и сложно найти бывает собственников, то есть бывают собственники не живут даже в этом доме, а рядом в каких-то домах, поэтому единственная, наверное, проблема остается с этими машинами. С припаркованными на зиму. Да. А так в целом нормально.
Мгм. И вот теперь, ну, как бы актуальный вопрос, все-таки весна, ну, на улицах города все чаще мы видим безнадзорных животных, хотя, ну, сказать к слову, их намного вообще как бы меньше, да, вот, допустим, я живу в строительном округе, в нашем округе то вообще собак практически нет, но все же проблема как бы остается на окраинах, да. Сейчас какая работа проводится по отлову безнадзорных животных? Сразу хочу отметить, что это наша приоритетная задача в части регулирования, да, вот, численности безнадзорных животных. У нас на данный момент работает подрядная организация, которая осуществляет, да, так и сам отлов. Ну, ребята ездят по заявкам, мы принимаем заявки как по телефону, так и по заявлениям, по средствам массовой информации, то есть люди у нас следят за новостями, сразу реагируют и направляют сначала заявку подрядной организации. В случае, если в первый день ее не удалось установить, специалист на следующий день выезжает сам, смотрит, ищет ее, да, вот, изучает маршрут, даже бывает такое. Ну и как бы дальше работаем. Ну и применяем ловушки, естественно, тоже. У нас сейчас на данный момент на территории Саисарского округа 3 ловушки задействовано. Они показали свою эффективность тоже, да, особенно в брачный период, свадьбы бывает, да, вот собак вот, очень хорошо бывает. Ну и помню, у нас еще был случай, мы брали собаку-сучку, ну то есть когда она течет, да, вот, наверное, может кто-то знает, видел. Года два назад прямо в средствах массовой информации бурно обсуждалось. И, кстати, очень хороший метод был оказал, да, вот один раз вот специалист вышел и 5 собак сразу поймал. И сразу заметил, что все хозяйские были собаки, то есть с ошейниками. Ну, в таких случаях мы работаем с управлением ветеринарии. Раз в неделю к нам приезжает инспектор, мы выезжаем по заявкам жителей. Сами тоже в ходе объезда наблюдаем, где чаще всего появляются вот безнадзорные собаки с ошейниками. Ну, по ним отрабатываем тоже. А вот хозяям какие-то меры применяются, если вдруг вот собака безнадзорная хозяйская бегает? Штрафные санкции действительно были ли кому-то выписаны? Да, за прошлый год, могу сказать, да, вот за 2025 всего мы роздали 229 памятки, да, и 59 бесед проведено было, да. В ходе них один протокол был составлен, это вот за нарушение требований правил федерального закона об ответственном обращении с животными, то, что там должны все быть, ну, все животные должны быть на поводке, с намордниками, да, как бы. Ну, к сожалению, поступают заявки на том, что безнадзорно гуляют, даже бывает в подъездах выпускают. Ну, поэтому вот на такие моменты мы тоже реагируем с управлением ветеринарии, ну и как бы проводим профилактические беседы. Семен Юрьевич, а какова роль департамента по работе с территориями в программе по отлову бездомных вот животных? Сколько собак было отловлено вообще за прошлый год, например, да, и с начала года, и как они содержатся? Так, ну, роль департамента по отлову собак, ну, так как мы являемся главным распорядителем бюджетных средств территориальных округов управления, мы распределяем денежные средства. То есть, вот если взять по Саисарскому округу, у них контракт заключен на 200 голов, да, в текущем году. По разным округам, по проблемным, допустим, у нас есть промышленный, строительный, тут на окраины, да, у них, конечно же, собак больше, поэтому на отлов у них больше выделяется средств. А вот центральные округа, такие как Октябрьский, центральный, конечно же, поменьше, да, и пригородные территории, соответственно. Что касается по количеству отловленных собак, у нас в текущем году с января месяца отловлено всего 257 голов. За прошлый год всего у нас отлов был 2160 вроде. Ну, 2100 с чем-то. Да, вот. С каждым годом у нас, конечно, собак меньше становится. Это показывает у нас и отлов, и как бы поступление заявок в единую диспетчерскую службу. Так, по поводу вот, единой диспетчерской службы жители могут подать заявку, по которым территориальные органы управления работают по отлову безнадзорных собак.
Номер телефона 444 564. Очень легко запомнить. То есть по одному телефону поступают все заявки, и потом уже ГИДДС распределяет по территориальным органам, да? Да, согласно вот этих поступивших заявок, также у нас на ежедневной основе проводятся штабы по отлову безнадзорных животных. То есть мы каждый день с территориальным органом управления, с подрядными организациями, с пунктом с приютом «Помоги выжить» и управлением ветеринарии собираемся и обсуждаем проблемные вопросы и пути их решения. А вот в пункте передержки сейчас вот сколько особей содержится? Так, ну, по последней информации, около 300 собак. 300 собак. Да, 300 собак. А еще в прошлом году, и не только в прошлом году, ну вот в социальных сетях и в СМИ муссировалась такая информация о том, что вот, допустим, в городском округе Жатай у них нет своего пункта передержки бездомных собак, да, и к нам привозили типа в город Якутск. И после чипирования, ну, там спокойных собак типа отпускали, и в городе, естественно, становилось больше. Сейчас как ситуация обстоит? У Жатая появился свой пункт передержки? Так, насколько мне известно, там приюта нет. У нас приют только на Ченко 57 находится. Это приют «Помоги выжить» называется. Ну, по Жатаю не могу сказать, но знаю то, что у них контракт заключен с ними же на отлов. Семен Юрьевич, сейчас я хочу перейти, ну, вот наш разговор продолжить о программе поддержки местных инициатив. У нас достаточно много очень активных жителей, да? Расскажите немножко об этой программе. Так, ну, программа поддержки местных инициатив у нас проводится ежегодно. Заявки мы принимаем в концу года, принимает территориальный орган управления в лице управ. То есть любой инициативный житель, будь предприниматель, будь ну, любой социальный объект какой-нибудь, да, школа там или что-нибудь еще, если у них идеи, они могут это реализовать согласно вот этой программе. Данная программа подразумевает собой субсидию, выделение денежных средств из федерального фонда. Остальные 8% из суммы выделяется самими инициаторами, 4% уже от предпринимателей, то есть кто желает там принять участие на эту программу. А вот если на память сказать, да, вот какие проекты были реализованы, например, в прошлом году, и сколько и какие реализуются, например, в этом году? Так, ну в прошлом году у нас один проект всего лишь был реализован. Ну, все знают, вот у нас АИОЛа, сквер мы открыли, Александра Самсонова, в Октябрьском округе находится. В текущем году у нас заявки подали 8 объектов. По всем этим мы прошли, и 8 объектов у нас в текущем году будет реализовано. А по округам можете сказать? Так, ну, по округам... В каких округах появятся какие-то новые общественные пространства? Ну, по Сайсару, к сожалению, не прошли. В прошлом году у нас 3 проекта участвовало, да, и 2 из них детские садики были. Они хотели сделать бассейн там, да, ну, как это говорится, вот сейчас на слове не скажу, ну, как для лечения, да, как бы профилактики. Ну, и один проект наш был, да, это на заезде в морг мы хотели воркаут-площадку построить, ну, и сквер, это небольшой скверик, так, как сказать, сквер тишины хотели. Ну, к сожалению, в прошлом году не прошли, но в этом году будем снова стараться, и еще помимо этого у нас будут еще проекты дополнительные. А вот то, что вот каждую весну проходит голосование за общественные пространства, это не касается ППМИ, да? Каждую весну? Нет, это формирование современной городской среды. Это отдельная, да, это национальная программа, да? Да, нацпроект. И по округам мы хотели сказать. Так, ну, из интересного, да? Так, если пройтись по списку, у нас по автодорожному округу 3 объекта у нас в текущем году. Инициативу подали жители автодорожного округа. Это у нас Красильникова 7/2. Там возле жилого комплекса обустройство пешеходного тротуара. Там у них пешеходного тротуара не было, и они как бы инициативу проявили. И в текущем году они должны это реализовать.
Далее у нас идет микрорайон Тускул, отсыпка улица Баяна песчано-гравийной смесью. И третье у нас благоустройство памятника будет тоже на территории автодорожного округа. Далее у нас Губинский округ. Так, в ЖК «Парус» у нас площадка будет «Личный пример, лучшее воспитание». Это у нас детская площадка. Так, далее спартакиаду хотят провести в Губинском округе, по инициативе Совета ветеранов Губинского округа, на кубок имени Володи Губина среди жителей и организаций Губинского округа. То есть инициативы абсолютно все абсолютно разные, да, любая, начиная от спартакиады, заканчивая там грейдированием, не только как бы что-то обязательно строительство, да? Да, совершенно верно. То есть это поддержка конкретно инициатив активных жителей. Да. У нас по городу Якутску до 3 миллионов можно реализовать любую такую идею. Одну инициативу до 3 миллионов. О, это вообще очень здорово. Ага. И какие критерии отбора тогда этих инициатив? Так, по критериям, если пройтись, они могут ознакомиться, кто желает, да? В сети интернет, либо подойти к нам в департамент, либо подойти в любую управу за информацией, как это все можно сделать и вообще как можно реализовать на своем месте, либо рядом с домом, либо где-нибудь еще. То есть вы сказали, что вот в декабре прошел как бы отбор, да? То есть вы уже выбрали тогда в декабре те инициативы, которые будут реализоваться в 26-м. Да, а с какого периода начинают принимать эти инициативы? Так, обычно принимается в осеннее время. То есть за 2027 год мы также будем принимать в конце этого года. Тогда есть у наших жителей время подумать, и с какой инициативой подойти в управу, либо к вам в департамент по работе с территориями и привнести, так скажем, вклад и посмотреть воочию на свой результат. Да. Это классная инициатива. Обычные идеи поступают в летнее время у жителей. Петр Петрович, вот за последние годы в Сайсарском округе какие наиболее инициативы были воплощены в жизнь? Самое такое, в 2021 году, кто может помнит, на перекрестке 3-й академический переулок и улицы Лонгинова было деревянное блокированное здание, жилое, да, в тот момент там жили еще проживали, но оно было очень в плачевном состоянии, аварийное было, и вот в 2021 году в рамках проекта поддержки местных инициатив был реализован проект «Сквер» имени Героя Советского Союза Владимира Дионисовича Лонгинова. В настоящий момент он все работает, все хорошо. В прошлом году провели ремонт в рамках 80-летия Победы года. И сейчас в очень хорошем состоянии. Там ежегодно проводим мероприятия по озеленению. И даже земляки самого Владимира Дионисовича тоже принимают участие в субботниках. В весенний момент, тоже, и в летний помогают сажать тоже, и заявляют желание, мы на них выходим, они на нас выходят, и совместно проводим субботники. А далее в 2022 году тоже по инициативе жителей был реализован проект «Сквер памяти ветеранов Великой Отечественной войны», основателей ДСК «Победа» и ДСК «Заря», дачных кооперативов. На месте, где была у нас свалка, грубо сказать, санитарная точка стояла там, которая была всегда переполненная, и люди изъявили желание и реализовали совместно с инициативной группой очень красивый этот скверик маленький. Там у него большой Сергей еще, кто еще не видел, по улице Билибина, если будете проезжать в сторону Сергеевского шоссе, по левой стороне будет видно. И очень хорошо. Так, в 2023 году был реализован проект «Сквер бриллиантового Сергея». Это на Вилюйском тракте, где царство вечной мерзлоты. Там где фонтан был, там, по-моему, небольшой. Там реализовали с лестницей на гору, чтобы подняться. В целом самореализованы эти 3 проекта, можно сказать. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы буквально через несколько секунд прервемся на некоторое время на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о развитии территорий города Якутска. Оставайтесь с нами.
Уважаемые радиослушатели и телезрители, в эфире передача «Якутск сегодня». Мы работаем в прямом эфире. Вы можете, интересующие, задать вопросы по нашим телефонам 32 00 66 и 32 11 66. Сегодня у нас в студии в гостях Семен Юрьевич Иванов, заместитель начальника департамента по работе с территориями окружной администрации города Якутска, и Петр Петрович Тостыгин, руководитель управы Сарсарского округа. Мы до ухода на рекламу говорили о том, какие программы поддержки местных инициатив реализовались в городе Якутске, какие будут реализованы в этом году. Петр Петрович, мне хотелось бы продолжить с вами. И давайте мы сейчас поговорим, что у нас происходит с металлическими гаражами. Очень многие вывозятся. Расскажите, пожалуйста, как это происходит? Да, металлические гаражи это очень, по идее, хорошая, идея, когда ее залаживают, потому что многие люди нуждаются, есть у нас инвалиды, которые проживают, которые необходим прям металлический гараж, чтобы зимой хранить как-то, что хотелось бы сказать по металлическим гаражам. Мы принимаем заявки, у нас есть ведущий специалист по землеустройству, который занимается именно только гаражами. Для подачи заявления, когда заявление подаем, надо туда прикладывать свидетельство о регистрации транспортного средства, копию паспорта, и схему, где вы примерно располагаете, хотите расположить гараж. После этого мы ваше заявление направляем на департамент по работе с территориями, они как являются председателями комиссии, которая согласовывает все схемы размещения нестационарных объектов, то есть металлических гаражей. Туда входят и агентство земельных отношений, департамент градостроительства и архитектуры, управление муниципальных инспекций, и мы, управа. После этого, после заключения, после согласования комиссии, то есть мы уже выходим на заявителя, и человек уже производит оплату в размере 7 тысяч рублей в год. Это буквально с прошлого года стало 7 тысяч, в год это не такая большая сумма, и люди очень заинтересованы, поступает очень много заявлений. Но хотелось бы отметить то, что некоторые заявления в прошлого года не согласовываются, по причине того, что в настоящее время идут усиленные работы по приведению в соответствие земельных участков придомовых территорий на квартирных домов. Поэтому, обращаясь к жителям, хотелось бы тоже донести эту информацию, то, что у каждого двора, у каждого дома свой должен быть земельный участок, своя территория, где там детская площадка или там что люди сами, например, захотят. То есть они уже являются собственниками, то есть это является общедомовым имуществом, как говорится. И в таких случаях мы разрешение на гараж не выдаем. Бывают моменты, когда уже стоят гаражи, давно установленные, где невозможно установить уже собственника. В таких случаях мы, согласно постановлению 74П, вывозим гаражи на штрафстоянку. То есть, не сразу же вывозим, конечно, согласно регламентируемся эти постановления, мы как делаем заранее, за месяц, сейчас уже вот в это время как раз период, перед тем, как погода спадет и начнутся уже работы, мы за месяц уведомляем, вешаем на гаражи уведомления, чтобы люди к нам приходили, уже, свои обстоятельства выслушаем, конечно, но в большинстве случаев не приходят, тоже бывает, на заброшенные гаражи. В таких случаях после истечения месяца еще даем 5 дней, уже требования, и, естественно, потом уже силами подрядных организаций начинаем вывоз на штрафстоянку МУП «Жилкомсервис» на окружном шоссе. Все гаражи, которые будут сейчас на земельных участках, и люди, которые хотят их узаконить, тогда надо сделать следующие действия. Надо организовать общее собрание собственников жилых помещений данного многоквартирного дома, чтобы принять общее решение, на собрании протокольно зафиксировать о том, что жильцы не против установки на данных местах нестационарных объектов. Это закрепляется, подписывается всеми, то есть выбирается, как, естественно, председатель собрания, секретарь, и все это закрепляется. И они могут уже с этим документом пойти уже в Якутскэнерго и подключить электричество, например. Это уже будет для них как основание. Но мы на такие гаражи, которые установлены на земельных участках, мы разрешения не выдаем. Тогда вопрос из жизни, например, Вот за моим домом стоял деревянный дом.
его снесли, землю сравняли. Но, естественно, мы, например, с соседями никакого собрания не проводили, у нас разрешения не спрашивали, да, будут ли там установлены металлические гаражи. Но потом все-таки, видимо, разрешение вот выдают уже на законных основаниях, и там прямо у нас грядкой вообще красота, в ряд поставлены металлические гаражи. Мы, как жильцы, сейчас можем воспрепятствовать, например, о том, что вот у нас не спрашивали, уберите эти гаражи. Они Можем на вашей дворовой территории? Ну, наверное, да. Ну вот для начала надо уточнить земельный участок. Кому принадлежит земля, на которой установлены данные гаражи. Да? И в случае, если это муниципальная территория, то уже можно обратиться в управу, да, в вашем случае строительного округа, да, и уточнить у них эту информацию. Выдавалось ли разрешение, да, вот на такой-то гараж, например. И да, кстати, забыл сказать, что на все гаражи, которые дается разрешение, присваивается номер. То есть собственник, который получил разрешение, обязан нанести на свой гараж соответствующий номер. Ну, вот так вот случилось, там вовремя не увидели предписание, требования, да, гараж увезли. Вот гражданину, где найти свой гараж, ну, понятное дело, что он на штрафстоянку вывезен, да, его дальнейшие действия, как он может вернуть собственность свою? Да, таких случаев тоже бывает немало. Ну, в первую очередь, сразу надо ехать на штрафстоянку. Тем быстрее, тем лучше, потому что там буквально суммы не маленькие, я как скажу, да, за один вывоз, по-моему, там порядка 12 или 13 тысяч, по-моему, идет за вывоз. А за хранение уже отдельно там тоже они насчитывают пени, там свои эти штрафные санкции, да? Ну, и тоже, наверное, суточная какая-то сумма, да? Да, штрафа по суткам у них тоже идут свои наценки. Семен Юрьевич, теперь вопрос к вам. Расскажите вот о процессе межевания дворовых территорий. Сейчас очень много говорят об этом, да? Как это повлияет на жителей? Так, ну, для жителей это в положительном ключе только повлияет. У нас, ну, жилищный кодекс Российской Федерации у нас действует, да, там есть статья замечательная, статья 36, часть 4, да, там гласит о том, что общее долевое имущество, 4 часть, это земельный участок с элементами благоустройства, озеленения и так далее, да, то есть жители многоквартирного дома уже после межевания они получают собственность как общедолевое имущество. То есть они могут общим собранием какие-то изменения там внести, либо на благоустройство какие-нибудь там. Также вот ППМИ зайти, обустроить свою детскую площадку, либо обустроить там парковочную зону. То есть теперь собственники как бы отвечают за свою придомовую территорию, да? Совершенно верно. И управляющим компаниям можно тоже, ну вот мы же платим, допустим, квартплату, там вывоз мусора и так далее, да, то есть, а мы за землю будем платить вот эту вот придомовую? Так, нет, у них есть определенный тариф, допустим, в управляющих компаниях есть тариф уборка территории, да, раньше они как убирали? Только ну, под домом, грубо говоря, под свайным полем они производили уборку. Они считали это уборкой, ну, земельного участка. Как это смотрелось? Вот в любой двор, если 5 лет назад грубо зайти, говоря, там очень много мусора было, да, толком не убирали. А в данное время, после приведения в соответствие земельного участка, у нас управляющие компании начали убирать уже земельные участки многоквартирных домов. То есть прилегающую территорию, детскую площадку, парковку, и приводить это все дело в соответствие. Плюс ко всему, уже с прошлого года вот они начали проводить водоотведение, некоторые вот управляющие компании. Раньше они просто, ну, грубо говоря, ничего не делали. Просто брали плату за содержание внутри подъезда, за уборку, и чуть-чуть там снег убрать, ну, с прилегающей территории, там 1-2 и все. А с прошлого года у нас как активно проводились данные работы, они начали уже вывозить снег, убирать мусор и приводить в соответствие в дворовую территорию. Мне тут подсказывает, поступил звонок в студию. Наушники оденьте, пожалуйста. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Насчет
У меня такой вопрос. Вот, на установку металлического гаража куда надо обратиться? Какой кабинет? Ага, здравствуйте. Вы по Сайсарскому округу, да, имеете в виду? Ага. На Винокурова 21 можете подойти, в приемную зайдете, ваш секретарь. У меня Октябрьская, кажется, это. Округ Октябрьский? Каландрашвили сколько у вас? Округ 23. Ну да, это Октябрьский округ. Надо вам подойти тогда в Октябрьский округ, это на Ленина 46, где площадь Дружбы. Ленина 46, да? Да, кабинет? и в приемную зайдите, я вот, к сожалению, не могу назвать кабинет Октябрьского округа. Ну, если что, в приемную зайдите, я уверен, что вас там направят в правильный кабинет. Там надо заявление оставить, да? Да, совершенно верно. Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Да. Семен Юрьевич, давайте продолжим по дворовым территориям, потому что вот межевание пройдет, да. Давайте представим ситуацию о том, что вот, во многих многоквартирных домах в дворовых территориях бывает так, что вот, допустим, стоят две КПДшки, у них одна дворовая территория, одна площадка, но дома, например, обслуживаются разными управляющими компаниями. Кто тогда должен обслуживать вот дворовую территорию? Или они как-то там ровно делят по периметру? Нет, они разделяют. При формировании вот земельных участков у нас агентство земельных отношений вот индивидуально смотрит каждый двор. То есть они делят по элементам благоустройства. Допустим, у кого-то ближе находится вот детская площадка, да, либо парковочная зона. Они делят ее равномерно. Все равно же они пользуются одним. И тем более у нас застройка в советское время шла вот 2 дома, 1 площадка, да? А в данное время у нас застройка идет, насколько я знаю, 1 дом, 1 детская площадка. То есть у нас законодательство изменилось, и поэтому у нас сейчас в данное время так идет. А те дома, которые у нас в советское время строились, у нас пока так идет, да. А бывают случаи такого, что возникают конфликты при межевании земельного участка именно между жильцами? Вот именно по разделению дворовых территорий. Между жильцами разных домов, имеете в виду? Можно, да, тут я тоже немножко скажу свое видение. В таких случаях у нас проводятся комиссии, да, под председательством главного архитектора, где мы совместно собираемся тоже, да, в составе агентства земельных отношений, департамента градостроительства, да, нас управ и кто еще к этому как-то причастен, да. В таких случаях мы смотрим по кадастровой карте тоже. Помимо этого учитываем, вот как уже сказал Семен Юрьевич, наличие детских площадок, там, элементов благоустройства, да, может, лотки какие-то, и в комиссионный уже принимают решение. Петр Петрович, вот как вы взаимодействуете между управой и жителями вашего округа в вопросах благоустройства и санитарного состояния округа? Взаимодействуем по средствам массовой информации, да, то есть бывает, что люди просто не знают, куда обратиться, да, пишут в СМИ, там смотрим, видим и уже начинаем комментировать. В большинстве случаев люди звонят, оставляют заявление. Бывает, что мне на личный номер звонят тоже с просьбой или с предложением. Тесно общаемся в ходе, особенно мне нравится, в ходе объезда бывают моменты, да, тоже люди спрашивают, вы с управы? Да, с управы, сделайте нам это. Давайте, хорошо, возьмем в работу. Такие моменты тоже бывают, поэтому тесно, можно сказать, общаемся. Жители, кстати, очень тоже некоторые изъявляют желание прям развить свой двор, и это очень отрадно. А раньше была не то чтобы школа старост, да, а именно старосты домов, старосты дворовой какой-то территории, да, или там квартала какого-нибудь, да, решали. Сейчас есть понятие старосты, и помогают ли вам в работе? Да, сейчас у нас есть, Семен Юрьевич, может, подскажет, ассоциация председателей МКД, забыл слово, они тесно начинают общаться со всеми старостами многоквартирных домов, и помимо этого они даже, по-моему, делают, проводят свои мероприятия в части улучшения жилищных каких-то, да, моментов, да, в отношении управляющих компаний. По нашему округу у нас порядка действующих старост около 15, да, мы наращиваем это тоже количество.
В основном это пожилые люди, которые сидят в основном дома, да, ну, они молодцы, изъявляют желание, да, ну, что не скажешь про молодое поколение, да, хотя это очень такая энергичная работа, надо ходить там, всем звонить, да, ну, собирать подписи, там, да, какое-то, носить какие-то предложения свои вот в это. Ну, в этом плане, да, вот если говорить про школу старост, ну, сейчас у нас ассоциация председателей МКД называется, да, вот в нынешнее время. И да, они очень работают, очень активно взаимодействуем с ними тесно, ну, и как бы стараемся во благо. Семен Юрьевич, на следующий вопрос, наверное, вы мне сможете помочь, да, вот, ну вот наш дом с 91-го года постройки, практически, ну, большинство еще те, мы самые вот старожилы остались, да, и у нас есть своя WhatsApp-группа подъезда, где мы там обсуждаем все проблемы, насущные вопросы. Сейчас же, по-моему, на законодательном уровне заставляют... Извините, пожалуйста, у нас поступил еще один звонок в студию. Алло, добрый день. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. У меня вот такой вопрос. Если вот частный дом, да, и смежный гараж, можно строить, да, или нельзя? Если у вас частный дом, можно ли построить гараж? Да, со смежным гаражом можно ли строить? То есть дом прямо прилегает к дому? Ну, прямо вход-то. Ну, чтобы это самое, гараж зашел и там отремонтировал что-то. Немножко уточняющий вопрос задам. Да. То есть вы задаете вопрос о том, что вы проживаете в частном доме и хотите установить гараж рядом с оградой данного? Нет, не рядом, а смежный, я говорю. На своем земельном участке? Нет, просто вместе с квартирой. То есть на дворовой территории, да, имеете в виду? Нет. Совсем вместе, я же говорю. То есть гараж, а наверху потом квартира, да? Так? Внизу гараж. То есть вы имеете в виду, где снизу, например, гаражи, а сверху там делают жилые помещения, да? Да. Нет, это, к сожалению, это противопожарной безопасности не состыковывается, да, ну, не соответствует, да. Ну и вообще это как бы нет такого, ну, незаконно это все делает, в основном это самовольное строительство бывает. В таких случаях Семен Юрьевич, Петр Петрович, спасибо большое, что сегодня уделили время. Наша передача подходит к концу. Мы обсудили важные вопросы сегодня, касаемо санитарной очистки в весенний период времени. Как говорится, театр начинается с вешалки, так и порядок в нашем дворе – это первый шаг к благоустройству всей городской среды. Давайте беречь природу вокруг нас, соблюдать чистоту и активно участвовать в жизни города. Спасибо, что вы были с нами, а я с вами прощаюсь. С вами была Любовь Саркисян.